Маршал душек мягкой эфире деговазиях программ. Шут создахуджи дударнян мак тагнартха программ оадахуги. Галгай республик испахлен школе. В республике доккол миннах культурн хугелт эхи жилчмехти. Озр арбул докук уныч өндерчи пианистыш. Кабул тейп аргозенчи. Тагын ашан юзите гитаряца паргольнян Николина. Шин эхтубут фортепиано лакарагозелси. Маршал да Николина. Маршал Далшин. Мягкой белгулдах дист программ хэшагал гемоцихарах, а программ эрсиметал дахагим. Николина, первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, с чего начался твой осознанный путь в музыку? Помнишь ли ты тот момент, когда ты впервые прикоснулась к клавишам или взяла в руки смычок? Я это хорошо помню, потому что фортепиано мне досталось от моей бабушки. Она его сначала подарила моей матери, но у моей мамы как-то особого не было желания заниматься музыкой. Вот. Походила пару классов и бросила. Потом это фортепиано оказалось у меня дома. Я пришла сюда, когда мне было 6-7 лет. У меня был интерес к этому инструменту, у меня было желание заниматься им. Я не скажу, что я занималась прям серьезно, больше интерес, больше как игра. А потом, чем старше, тем как-то уже начала относиться к этому более серьезно. Уже и конкурсы, концерты, естественно, восприятие инструмента уже совсем другое. Насчет скрипки, для общего развития я пошла на скрипку. Мне она давалась намного тяжелее. Мне было уже 12 лет, уже и руки не те, тяжело в этом возрасте заниматься скрипкой, но тем не менее это было тоже очень интересный опыт. Твой талант многогранен. Ты освоила два сложнейших инструмента. Как в твоей жизни появились и скрипка, и фортепиано одновременно? Не было ли страха не справиться с обоими инструментами? Страх, как такового прям страха не было. Был единственный страх, что тебя могут поругать, если ты что-то не выучил. Но именно сам факт того, что ты осваиваешь два инструмента, нет. Было сложно, было осознание того, что это трудно. Плюс тяжело по республике ходить с чехлом от скрипки, не всем объяснишь это. Вот. Но я не скажу, что было страшно, потому что мне нравился и тот, и другой инструмент. Соответственно, когда тебе что-то нравится, страх, он как-то иссякает. Николина, мне кажется, настал тот самый момент, когда мы с телезрителями хотим послушать, как ты играешь. Но я бы хотела начать с произведения, которое у меня связано с детством и с моим преподавателем, потому что я написала его, когда была маленькая, поэтому у меня к нему особые отношения. Хорошо. Центральная школа искусств Ингушетии – это настоящая кузница талантов. Что для тебя значат эти стены? Стала ли школа для тебя вторым домом? Для меня школа стала вторым домом еще во времена моей учебы. Во-первых, я любила здесь всех преподавателей. Я любила окружение, мне нравились дети, которые сюда ходили, у меня было много подруг. Со всей администрацией, со всеми бухгалтерами всех любила, всех знала, всех вахтеров до сих пор помню. Да, это был мой второй дом. То есть не было такого, что я приходила уставшая со школы, и я не хотела сюда идти. Наоборот, я сюда приходила, я здесь, иронично будет сказано, я здесь отдыхала. Морально я здесь отдыхала. Очень любила это место. Расскажи, пожалуйста, о своих наставниках.
Кто те люди, которые помогают тебе оттачивать мастерство и вдохновляют на новые свершения? Ну, моего главного наставника уже нет в живых, это Алгешто Тецкиева Мадина Бекхановна. Мой первый учитель, мой единственный учитель здесь в целом в этой школе, благодаря которой я подготовилась и уже продолжила свой путь музыки. В принципе, с нее все и началось. Если бы она не закладывала ко мне эту любовь к своему делу, к музыке, я очень сомневаюсь, что во мне бы вообще проснулось какое-либо желание этим дальше заниматься. До сих пор помню все наши уроки. Года 2-3 назад я здесь проводила концерт ее памяти, играла произведения, которые мы с ней разбирали. В целом, из всех я бы назвала только ее. Она была именно моим главным наставником, главным человеком в этой сфере. Николина, мне бы очень хотелось, чтобы ты сыграла нам еще раз. Музыкальное образование требует огромного терпения. Сколько часов в день ты проводишь за репетициями и остается ли у тебя время на обычные твои увлечения? Сейчас на обычные увлечения не остается только по причине работы. Я в целом уже не могу назвать себя активной пианисткой. И сейчас я играю больше для себя. То есть это как-то отошло на второй план, но осталась любовь к этому делу, потому что все же я отдала этому, если посчитать, около 14 лет, это больше половины моей жизни. Это и учеба, и работа, и преподавание в какой-то момент. Поэтому, конечно же, я все еще варюсь здесь, но сейчас нет таких активных занятий дома, как раньше. В принципе, сейчас уже как-то нет такой надобности. Но когда я училась в училище, то приходилось искать каждую свободную минуту, занимать очереди за репетиториями. 4 часа, возможно, большие крупные пианисты будут смеяться над этим, но тогда даже урвать на 4 часа класс – это было большим достижением. Фортепиано и скрипка очень разные по характеру два инструмента. Какой из них тебе ближе по темпераменту и на каком из них твоему голосу сердца легче выразить свои чувства? Гораздо легче на фортепиано. Фортепиано ближе, во-первых, потому что это началось с детства, во-вторых, инструмент уже был дома, он как-то ближе, он от бабушки, и мать на нем занималась. Конечно же, он как-то ближе все-таки был. Скрипка, наверное, потому что давалась тяжелее, как-то я не так к нему привязалась, наверное, из-за этого. Хотя, опять же, своего преподавателя по скрипке я тоже очень любила, вот. Но все же эмоционально я больше привязана именно к пианино. Николина, пожалуйста, сыграй нам еще одно произведение.
Говорят, что скрипка – это инструмент максимально приближенный к человеческому голосу, а фортепиано – это целый оркестр. Трудно ли переключаться вот с одного на другое в течение одного рабочего дня? Ну, во времена своей учебы это немножечко сбивало с толку. С одной стороны, было удобно, потому что то, что я освоила на фортепиано, соответственно, помогало мне и в занятиях по скрипке. Ты знаешь ноты, ты знаешь счет. Половину из того, что делает скрипачи с нуля, естественно, я уже все это знала, мне делать не нужно было. Но было сложно совмещать. Иногда было такое, что в один день у тебя и занятия по фортепиано, и занятия по скрипке. Естественно, абсолютно разные задачи стоят на этом и на другом инструменте. Да, путалась, но, опять же, я отдавала свое предпочтение другому инструменту. Есть ли у тебя любимое произведение, которое ты готова вот играть бесконечно? Что ты чувствуешь, когда исполняешь классику великих композиторов? Я очень много играла классики во время учебы. Сейчас я все еще люблю классику выборочно. Если говорить именно о классике, я очень люблю Баха. Его любят не все, его и сложно понимать, но Баха очень люблю. Хорошо темперированный клавир, все прелюдии, фуги, все слушала, все любила. Ну, также и на данный момент я больше играю для себя. Из фильмов, что-то из мультфильмов я люблю подбирать, какие-то, может быть, просто популярные мелодии, потому что классика, она требует именно глубокого понимания этой музыки и оттачивания навыков. Сейчас, к сожалению, на это все времени нету, поэтому классика немножко отошла на второй план. Но, тем не менее, играть я люблю. Какие эмоции ты стараешься донести до слушателя своим исполнением? В первую очередь, если ты сам ничего не чувствуешь во время игры, то донести будет что-то очень тяжело, потому что через игру зритель, слушатель, он воспринимает просто все твои мысли. Если ты сам ничего не чувствуешь, то вряд ли и слушатель что-то получит, какую-то мысль от тебя. Николина, как ты смотришь на то, чтобы еще одно произведение сыграть? Давайте. Ингушская культура очень богата своими традициями. Пытаешься ли ты переложить наши национальные мелодии на классические инструменты, допустим, скрипку или фортепиано? Я помню, что у меня был такой опыт, когда-то меня попросили даже что-то придумать. Я, к сожалению, сейчас не вспомню, что это было, но был момент, когда меня попросили по-моему, для что-то связано, какое-то мероприятие на чисто ингушском языке. Нужно было какое-то произведение, которого нет нигде. Но это был еще период, они попали в такой период, когда я сочиняла, у меня что-то было в запасе, но это было в новинку. Потому что ингушская музыка — это все-таки ингушская музыка, это совсем другое, абсолютно другой лад. Вот. Было трудно, но вроде бы что-то я там написала. Бывают ли моменты, когда музыка помогает тебе справиться с плохим настроением или усталостью? Становится ли она твоим убежищем? Да, такое бывает. Не скажу, что всегда хорошо прибегать конкретно всегда к музыке, когда тебе плохо, но да, бывают моменты, когда тебе хочется как-то выпустить дух, выпустить все, что у тебя лежит на сердце, и исполнить какую-нибудь мелодию. Бывает такое, что легче после такого, наступает облегчение. Николина, мне бы очень хотелось, чтобы ты сыграла нам еще раз.
О какой большой сцене ты мечтаешь? Где бы тебе хотелось выступать в будущем? В больших залах мировых столиц? Или, может быть, ты видишь себя педагогом здесь, в родной республике? Ну, я считаю, что мне предписано совсем другое. У меня такое личное ощущение, потому что с годами музыка отходит для меня на второй, возможно, на третий план. Это не означает, что я не продолжаю любить ее, не означает, что я не продолжаю играть. Я играю все еще, но опять же больше для себя, больше как-то выразить эмоции. Я не публичный в этом плане человек, у меня нету какого-то желания себя ярко показывать. Я могу помочь каким-то детям, подыграть им, побыть концертмейстером. Но я в душе не солист. Может, и была им когда-то, было время, когда мы выступали, ну, у нас тогда были и возможности, соответственно, благодаря нашему директору Далаковой Заре Мухтаровне мы выступали и где только возможно, и в других странах. Поэтому у меня был период, когда я чувствовала себя солистом. Будучи ребенком, подростком, мне это нравилось. Сейчас все же пытаюсь сменить направление. Каждому свое. Но есть, я уверена, что в нашей школе найдутся дети, которые пойдут конкретно по музыке. У нас уже есть такие. Я желаю им и тебе, конечно же, удачи. Что бы ты пожелала тем ребятам, которые только сегодня впервые переступили порог Центральной школы искусств и делают свои первые шаги в мире музыки? В первую очередь, я бы им посоветовала обязательно слушаться и слушаться своих преподавателей, любить своих преподавателей, потому что здесь работают люди, которые действительно очень любят свое дело. То, как они относятся к детям, то, с какой ответственностью они подходят к занятиям, мало где встретишь на самом деле. Поэтому в первую очередь это прислушаться к своим преподавателям. Естественно, второе, если тебе нравится, то продолжай этим заниматься. Если не нравится, посмотри, как пойдет, в первую очередь. Николина, мне кажется, что наши телезрители очень хотят услышать еще одно произведение от тебя. Николина, мне бы хотелось выразить огромную благодарность за то, что ты стал участником нашей программы, за то, что мы услышали в твоем исполнении такие потрясающие, можно сказать, произведения. Спасибо. Вам спасибо за то, что пригласили. Мягко изыть ачак юал вайнилахы, шуан баркал хот хуцхалара мяшта халшы.